В один из дней с улыбкой на губе, в широком, как шаланда, экипаже до Лейбы, не последнего из граждан, доехал Ося. Ничего себе! В горошек киса стиснула кадык, манжеты только утром, как от прачки. Лейб Маркович почувствовал задых и слабость в членах, как во время качки. Лейб Маркович, почту себе за честь поздравить вашу дочь с ангажементом, поскольку ей в тугие косы вплесть Семен решился свадебную ленту. Все знают, Броха хочет жить семьей. За это вся Одесса говорит стихами. Послушайте, ей будет контрабандное белье. Так как насчет устроить нам лыхаем? Моя контора на себя берет расходы все в размере половины. А ежели вам чего не достает, имейте разговор со мной как с сыном. Но Йосик не закончил пару слов, зато какая ждет Семеном Броху слава, как сухогруз, тоннажем 6 пудов, закрыл все выходы и входы в эту гавань. «Вы все налетчики, ой, я вас не люблю!» Она сама себе не знает, что ей делать. Ты слышишь, Лейб? Я им не постелю, чтобы эта банда нас потом имела. Запахло в доме грозовым дождем, и Йосик так сказал: «Мадам Ревека, ну чё вы расшумелись, как паром? Я же не прошусь к вам на закорке через реку. Послушайте сюда, имейте мой совет. Все зараз хочут ехать первым классом. Лейб Маркович, вам Сёма шлет бригет, а вам, мадам, материи с запасом. Я этот туз не в темную сдаю, и мне ваш гонор не совсем понятен. Значит так, жиды, на все недельный срок даю. Фату вам завезут совместно с платьем». Через неделю Ребе Израиль хупу смострячил прямо в синагоге. В Одессе в этот день был полный штиль. Налетчики отплясывали ноги. Лейб Маркович нажрался, как свинья. Ревека тут же отдалась под суматоху. Жить начала счастливая семья. Семен избил до полусмерти Броху.